Пенсионный маневр обсудим вместе. Региональная дискуссионная площадка под таким названием прошла в Магасе. Возможные изменения в пенсионном законодательстве обсуждали парламентарии, депутаты районных и муниципальных советов, представители Федерации профсоюзов Ингушетии, Республиканского Минтруда, Госинспекции и Управления Пенсионного фонда. Сторонники и члены партии «Единая Россия» предложили ряд поправок, которые позволят усовершенствовать пенсионную систему, в том числе и гарантированное повышение уровня МРОТ. Большинство людей свою пенсию тратят на что? На лекарства и на оздоровление. Вот если бы мы смогли бы как-нибудь сохранить какую-то льготу на лекарственное обеспечение у этих людей, которые позже выйдут на пенсию. Это первый тезис. Второй. А я бы хотела бы законодательно установить однозначную обязанность выделять каждому человеку от предпенсионного возраста ежегодно путевку на оздоровление. Чтобы он не доставал ее как-то, не выезжал за свои средства. Это должно быть нормой. В числе предлагаемых поправок и частичное снижение пенсионного возраста для женщин, переобучение, повышение квалификации специалистов предпенсионного возраста и установление для них ряда льгот. Представители регионального отделения партии «Единая Россия» также сошлись во мнении, что работников пенсионного возраста необходимо защитить от возможного увольнения. Еще предложили усилить борьбу с недобросовестными налогоплательщиками, которые получают так называемую левую зарплату, а значит не отчисляют платежи в пенсионный фонд. Эти люди не отчисляют налоги в пенсионный фонд и так далее, и так далее. То есть я считаю, что вопросы создания рабочих мест, они на втором плане, на первом плане это урегулирование в законодательном поле тех людей, которые сейчас работают. Из 146 миллионов населения страны 46 миллионов пенсионеров. То есть каждый третий сегодня, по сути, получается пенсионер. А как известно, пенсия у нынешних пенсионеров складывается именно из пенсионных отчислений работающих. То есть уже денег на обеспечение пенсии людей пенсионного возраста, их по сути может уже в недалеком будущем не стать в случае, если не произвести данное изменение, кардинальное изменение пенсионного возраста. То есть это необходимость, больше необходимость, нежели желание или позитивное преобразование. Но вместе с тем, конечно же, правительство, в частности, побеспокоилось и о том, чтобы индексация пенсий людей, выходящих на пенсию, была уже в разы превышала уровень инфляции.